эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы выпуска. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 9 районов Якутии. Ликвидация продолжается. Программу сопровождаемого проживания людей с инвалидностью запустили в республике. Социальный проект проводится впервые. Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. В Якутске воины-десантники решили отметить праздник, устроив благотворительную акцию. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей для подготовки детей к новому учебному году стартовали сегодня. Сколько семей региона получат социальную поддержку. Якутия и Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий. В Москве состоялась двусторонняя встреча. Дым от лесных пожаров закрыл солнце в ряде районов Якутии. Жители Кобяйского, Вилюйского и Нюрбинского районов наблюдали исчезновение солнца посреди дня. Как пояснил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий Якутии Сергей Сивцев, сейчас в Татинском и Усть-Алданском районах действует несколько крупных пожаров. Северо-восточный ветер приносит оттуда густой дым. Особое внимание уделяется ситуации в Кобяйском районе, где действуют 9 лесных пожаров. В Якутии тушат 53 пожара на территории 16 районов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников. Он провел очередное вечернее заседание оперативного штаба республики по охране лесов от пожаров. В регионе действует 164 возгорания. На тушении задействовано 2118 человек и 275 единиц техники. В наиболее сложных участках работает авиация. Сложная обстановка наблюдается в Горном, Кобяйском и Сунтарском районах, а также в Усть-Алданском улусе. На особом контроле у руководства республики пожары вблизи от населенных пунктов. Сегодня аэромобильные группировки Главного управления продолжат свою работу на территории Горного, Верхневилюйского и Мирнинского районов. В готовности к применению находится авиация МЧС России. Планируется применение близ населенных пунктов Сите, Кырыкый, Малыкай, Сюльдюкар и в Сунтарском районе. Самолет Ан-26 «Циклон» подвесным оборудованием «Веер» будет вызывать дожди на территории западных районов республики завтра. Схему работы авиации озвучил первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Также воздушные суда МЧС и Минобороны России будут работать в Ленском и Алекминском районах. А в Хангаласский район поручено дополнительно направить еще один борт. Вице-премьер страны Юрий Трутнев предложил изменить систему выплат за ущерб от наводнений в пользу регионов. Также он отметил, что нормативная компенсация, выделяемая на ремонт, уже не соответствует времени. По его словам, предварительная оценка ущерба от паводков этого года составляет 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Пострадавшими признано почти 13 тысяч человек. В этом году Якутию разрушительный паводок обошел стороной, однако весной 2018 года от паводка пострадали 63 населенных пункта, в том числе и Якутск. Ущерб тогда составил около 1,5 миллиарда рублей. Оперативно бороться с последствиями стихии помогла в том числе и помощь из федерального центра. Предложение вице-премьера основательное, ведь на средства собственного бюджета деньги от частных лиц и предприятий республика с трудом смогла бы покрыть весь ущерб. Открыт проезд по автостраде 50 лет октября в сторону аэропорта в городе Якутске. По сообщению Сахатранснефтегаза, работы по асфальтированию на поврежденном газопроводе завершены. На другой стороне автодороги, ведущей в город, в настоящий момент восстановление продолжается без ограничения движения транспорта. А в 21:00 все полосы из аэропорта в город перекроют для проведения земляных работ и асфальтирования. Автомобилистов просят планировать маршрут заранее. Напомним, что по факту утечки из газопровода высокого давления в промышленном округе города Якутска 1 августа создана комиссия Сахатранснефтегаза по расследованию обстоятельств и причин произошедшего. В Якутии началась практическая реализация программы сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. По статистике Минтруда России, проекты работают более чем в 40 регионах страны. Первые участники заселяются в специально оборудованные квартиры в Якутске. Подробности в материале Надежды Саханской. Смотрите, как я расстроился.
Первые подопечные сопровождаемого проживания с начала августа заселяются в специально оборудованное жилье. Здесь на постоянной основе пребывают люди с ментальными нарушениями, которые нуждаются в сопровождении. Для каждого жильца предусмотрена персональная комната, план занятий со специалистами и, конечно, личное время, которое участники проекта тратят на себя. Сегодня сопровождаемое проживание – отличная альтернатива интернатам. Люди с инвалидностью живут в условиях, приближенных к домашним, учатся социализироваться, приобретают навык бытовых дел, таких как стирка белья. Ну и, конечно, планирование собственного бюджета. Все это происходит под присмотром специалистов. В таком многоквартирном жилом помещении, как это называют сами организаторы, находится бытовая комната, а также 2 гостевых и 2 кухни, по одной на этаже. Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов в Гаурде из Санкт-Петербурга уже несколько лет успешно реализует подобную практику. Теперь эта технология доступна и у нас в Якутии. Прошли стажировку специалисты из Якутии, которых подобрал Министерство социального развития Якутии. Это очень хорошие специалисты. Они приезжали в Санкт-Петербург, у них была обширная, хорошая программа, и они уехали обогащенные новыми знаниями к себе. Они будут работать. Социальный проект такого формата проводится у нас впервые. Более того, подобные проекты дают шанс сформировать альтернативные формы обслуживания людей с ограниченными возможностями. По сути, мы говорим о том, что качество жизни всех тех, кто сегодня живет в психоневрологических интернатах, существенно изменится. Мы ставим свои задачи перевести их на сопровождаемое проживание, а, быть может, кого-то даже на самостоятельное проживание. То есть эти ребята, которые сегодня, по сути, живут в таких не самых лучших социальных условиях, должны будут выйти в новую жизнь. Сейчас в республике в специализированных учреждениях проживает более 1000 людей с ментальными расстройствами. Задача этого проекта – адаптировать людей к проживанию дома или в условиях, близким к домашним. Ребятам предоставляется возможность жить самостоятельно, социализироваться, учиться самообслуживанию от бытовых дел вроде готовки и стирки до планирования собственного бюджета. Поможем получить образование, трудоустроиться и в дальнейшем жить самостоятельно. После подобных обучающих курсов в тренировочных квартирах люди с ментальными отклонениями становятся более самостоятельными, и им требуется меньше ухода. С опытом социализации и бытовых навыков у них больше шансов начать самостоятельную жизнь. Надежда Саханская, Павел Пахомов, Якутск. Сегодня в России отмечается День воздушно-десантных войск. В торжественной обстановке проходят наградные мероприятия с вручением почетных грамот и знаков отличия. Традиции десантного братства передаются из поколения в поколение уже не первый год, наравне с тем формируя новые традиции уже в мирное время. О том, как отметили свой праздник воины-десантники Якутска, расскажет Полина Долинская. Это праздник тех, кто связал свою жизнь с воздушно-десантными войсками, кто гордится почетным правом носить голубой берет и тельняшку. День ВДВ традиционно проходит 2 августа. В столице республики воины-десантники решили отметить свой праздник не купанием в фонтанах, а устроив благотворительную акцию. Мы проводили акции такого характера, помогали нуждающимся. Своими силами мы покупаем продуктовые наборы, формируемся на отряды, на группы. И ребята уже своими силами самостоятельно на машинах развозят и посещают те семьи, и развозят и продуктовые наборы. Дарья Ефремова – мать 3 детей 13, 9 и 6 лет. С недавнего времени осталась без работы. Как признается сама, раньше еще как-то держались, но в последнее время уже край. Когда десантники привезли ей продукты, не смогла сдержать эмоции. И в знак благодарности подарила светильник, сделанный своими руками. Я хочу поблагодарить людей, которые собрали эту акцию, и помогли. Я не могу просто выразить словами счастье, которое сейчас я испытываю. Я очень рада и хочу поблагодарить их. Большое им спасибо выразить. Десантники – это не просто воины. В
первую очередь это мужественные защитники, готовые прийти на помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Мы личным примером, ломая стереотипы, показываем и говорим тоже другим родам войск, чтобы они тоже принимали участие в данных акциях и в своих мероприятиях. Также у нас существует много благотворительных акций на территории города Якутска. Информацию мы тоже доводим до семей, чтобы они могли в трудную минуту обращаться. И мы никогда не остаемся в стороне, помогаем пожилым людям подготовить дрова на зиму, завести воды, и все различные такого характера акции благотворительные. По вашему мнению, солдат России кто это? Это непосредственно герой, патриот, который всегда готов встать на защиту и в помощь нашим гражданам. Полина Долинская, Григорий Охлопков, Якутск. Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей родителям школьников для подготовки детей к новому учебному году стартовали сегодня в Якутии. Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Подробнее в материале Саргаланы Неустроевой. 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выплатить семьям со школьниками по 10 тысяч рублей. Старт выплат был запланирован на 16 августа текущего года. Однако уже 28 июля президент предложил начать выплату досрочно, со 2 августа. Мы готовы провести оперативную эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа. Система готова, деньги есть, да? Система готова, деньги доведены. В понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей. Хорошо, так и сделаем. И начнем эти выплаты со 2 августа этого года, то есть со следующего понедельника. При этом, если родители не успеют оформить выплату до конца лета, они смогут сделать это в сентябре и октябре. Соответствующее заявление Пенсионный фонд будет принимать до 1 ноября через портал госуслуг. Все проверочные мероприятия осуществляются в автоматическом режиме путем межведомственного взаимодействия. И у родителей нет такой необходимости, как приходить в клиентские службы, представлять какие-то дополнительные документы. Исключение составляют опекуны и попечители. Им уже придется самостоятельно посетить отделение пенсионного фонда. А тем временем уже 2 августа единовременную выплату получили 145 тысяч детей. Это 82% от всех детей возрастом от 6 до 18 лет, проживающих на территории региона. Сегодня мы получили школьные выплаты по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. У нас многодетная семья, 2 школьников, и эта мера поддержки оказалась очень своевременной. Мы сейчас начнем готовиться к новому учебному году без суеты. Выплата существенно помогла и многодетным семьям республики. Так, у Надежды Жирковой на попечении 5 детей, 3 из них школьники. Очень своевременная и нужная, мне кажется, выплата. Решили сразу приехать за школьной формой, потому что у нас первоклассник. И старшие братья тоже, получается, форму нужно было покупать. Конкретно все на детские ушли, как на школьные нужды. Помимо детей, выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет, и они продолжают получать общее образование. При заполнении заявления следует помнить, что в нем указываются реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет при этом должен принадлежать родителю, который подает заявление. Саргалана Неустроева, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске свою работу начал штаб общественных представителей. На первом совещании, в работе которой приняли общественники и активисты, был представлен председатель новой организации. Помимо этого была обсуждена структура и план дальнейшей работы. В ходе совещания было отмечено, что штаб вызван исполнять роль инструмента, который будет собирать пожелания и предложения граждан с целью их включения в народную программу. Организация официально начала свою работу. Она будет базироваться в общественном центре. Председатель правительства республики Андрей Тарасенко посетил Нерюнгринский район. По поручению главы региона премьер оценивал возможность наполнения внутреннего рынка района экологически чистой и полезной сельскохозяйственной продукции якутского производства. Эта тема обсуждалась на совещании с участием местных аграриев и хозяйств. Продолжит тему Екатерина Павлова.
С рабочей группой Минсельхоза Республики Андрей Тарасенко посетил Нерюнгринскую птицефабрику, осмотрел производственные цеха и провел совещание по перспективам развития производства. Поставлены задачи – вывести предприятие из банкротства, создать условия для расширения производства и увеличения ассортимента в соответствии с покупательским спросом. Был поднят вопрос дефицита кадров узких специалистов и рабочих на фабрике, в связи с чем премьер поручил Минсельхозу провести работу по целевому обучению местной молодежи. Глава района Роман Щегельняк обратил внимание на необходимость оперативного решения вопроса, связанного с хранением и утилизацией птичьего помета. С ростом производства это может стать экологической проблемой. Андрей Тарасенко дал поручение соответствующему министерству найти инвестора, готового сделать бизнес по переработке помета. И наши хозяйства, которые существуют на территории района, начнут развиваться с новой удвоенной энергией, с новым удвоенным финансированием, с дотациями, которые будут поступать с Министерства сельского хозяйства республики. Это не может не радовать. Да? И второй момент, это о том, о чем сказал председатель правительства Андрей Владимирович, о том, что наша республика в приоритете ставит продовольственную проблему, существующую на территории нашего района. Именно в обеспечении нас качественными продуктами, которые производят на территории всей республики. Андрей Тарасенко поручил главе района наладить сотрудничество с Якут-Оптторгом для организации поставок в район плодоовощной продукции по оптовым ценам, которые будут ниже сложившихся в Нерюнгре. Кроме того, назначены задачи в двухнедельный срок организовать поставку молочной продукции из центральной части республики. В перспективе создать в Нерюнгринском районе собственное, достаточное для населения производство молочной и мясной продукции на базе существующих сельхозпредприятий. Задача, поставленная главой республики, обеспечить наш промышленный район хорошим сельскохозяйственной продукцией, чтобы здесь в действительности люди чувствовали заботу о том, что вы производите для республики, в действительности работаете в промышленности и создаете здесь продукт, который высокорентабельный и дает жизнь по налогам республики. Премьер также проинспектировал ход реконструкции аэропорта Нерюнгри и дал высокую оценку работе подрядчика, который не допускает отставаний и демонстрирует высокий темп ремонтных работ. В районной администрации Андрей Тарасенко провел совещание с главой района и его заместителями по 5-летней перспективе развития территории. Здесь были выслушаны отчеты, внесены предложения, обговорены проблемы и взяты на контроль. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Россияне, получившие первый дальневосточный гектар, могут претендовать на второй. Так, за 5 лет безвозмездного пользования необходимо выполнить хотя бы одно из условий – вложить в участок 30 и более тысяч рублей, получить от деятельности на нем не меньший доход или начать строить любое здание. За время действия программы «Дальневосточный гектар» земельные участки получили свыше 94 тысяч человек. Общая площадь предоставленных наделов составляет почти 65 тысяч гектаров. Уже вступили в силу поправки в федеральное законодательство, которые позволят получать земельные участки в арктических регионах страны. Первые полгода земельные участки площадью не более 1 гектара смогут получить только жители региона. Далее в программе сможет принять участие любой житель России. Более 2000 квартир передадут переселенцам из аварийного жилья в Якутии. 60 многоквартирных домов, в которых приобретено около 2000 жилых помещений на общей площади более 88 тысяч квадратных метров, планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года. К концу июля переселили уже более 9 тысяч человек, что составляет 51% от плана. Отмечу, что в Якутии реализуется самая масштабная среди регионов России программа расселения из аварийного жилья. До 2025 года планируется расселить более 1 миллиона квадратных метров, что составляет 9,6% от общероссийских показателей. Реконструкцию взлетно-посадочной полосы в Нерюнгри завершат раньше планируемого срока. Премьер Якутии Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район оценил ход реконструкции и дал высокую оценку работе подрядчика, который не допускает отставаний и демонстрирует высокий темп строительно-монтажных работ. Ограничения на прием воздушных судов 1 и 2 классов снимут уже к ноябрю этого года. Как ранее сообщал глава республики Айсен Николаев, после прохождения сертификации, которая будет идти с октября
1 ноября полоса заработает в обычном режиме. Якутия и Корея обсудили перспективы сотрудничества в сфере высоких технологий. В Москве состоялась двусторонняя встреча между представителями республики и Корейского института финансовой индустрии. Главной темой стало возможное сотрудничество в сфере технологий биоумного города и высокотехнологичных тепличных комплексов, которые созданы для регионов со сложными природно-климатическими условиями. Корейские инноваторы отметили, что проект базируется на принципах экологичности, высокотехнологичности и социальной ответственности бизнеса. В Якутии уже есть успешный пример реализации подобного решения – это комплекс «Саюри». И данные инновации доказали свою эффективность на территориях Крайнего Севера. В качестве пилотного населенного пункта я могу предложить вам подумать о поселке Тикси. Это морской порт на побережье Ледовитого океана в устье Лены. В случае успеха этот проект можно было бы масштабировать по всей Арктике. В любом случае, ваши технологии по выращиванию в тепличных условиях овощной продукции, они интересны для нас. Ленск продолжает преображаться. В минувшие выходные торжественно было открыто сразу 2 объекта – сквер авиаторов и мультифункциональный центр в городском парке. Это проекты по благоустройству городской администрации. О новых местах отдыха ленчан в материале Анны Кожевниковой. Теперь ленских авиапассажиров встречает главная достопримечательность Ленского аэропорта. Самолет Ан-2, установленный в сквере авиаторов прямо на выходе в город. В минувшую субботу памятник был торжественно открыт при участии заместителя председателя Департамента Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия Людмилы Серкиной, городских властей, работников и ветеранов аэропорта и общественности. Я все-таки надеюсь, что придет время и здесь, в Ленске, в аэропорту Ленск, будет проведена реконструкция и будет у нас бетонная полоса, которую мы ждем очень давно. Сквер авиаторов создан в рамках реализации программы благоустройства общественных территорий городской администрации. Инициатива по установке самолета Ан-2 поступила от работников аэропорта. Не 1 год потребовался на монтаж воздушного судна. Его собирали в свободное от работы время. Основным участникам вручили награды от главы города. Обшивку снимали с крыльев и стали монтировать металлические листы, оцинкованные железом. Монтаж сам, когда все отдельно покрасили, крылья, оперение, фюзеляж, собрали в течение где-то 2 недель. Еще одно торжественное событие знаменовало конец июля. В этот же день тот же состав участников торжественно открыл мультифункциональный центр в парке. Парк последние 2 года кардинально изменился. Новые современные площадки для детей, стильные фонари, тротуарные дорожки, а теперь и круглогодичный центр, где уже работает кафе. Другое помещение спроектировано как работа клубных формирований, для работы клубных формирований. Всевозможные кружки, секции, клубы по интересам. Оно должно работать с утра до вечера именно с целью занятости как и детей, так и взрослого населения. Наградили всех, кто принимал участие в строительстве. Мэр города и главный архитектор получили благодарность от главы республики. Ленчане, любители прогулок по городскому парку, в восторге от преобразований, особенно молодые мамочки. Пришли посмотреть, что здесь открылось. Ну, здорово. Очень много людей, детям очень нравится. Ой, это очень хорошо. Для жителей, для детей. Ну, вот отдохнули от души сегодня. Вот пришли на детей смотреть, как они играются там, с вышки прыгать. И вот так хорошо нам на душе. Конечно, видим преобразование. В парке часто бываем, с детьми гуляем. В кафе надо ступеньки сделать только в новом. А так все отлично, все нравится. И меню побольше. Да, меню побольше. С детьми приходишь, сами знаете, всегда голодные. Но... Реконструкция парка производится в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Все построенные объекты выбор ленчан, которые участвовали в общественных слушаниях и голосованиях, обращались в частном порядке к главе Ленска, что и сегодня приветствуется. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты следят за развитием событий в республике и за ее пределами. До встречи в эфире.